Кислорода тихо ходять. Кислород. Это сейчас женщина может спокойно дышать, но несколько дней назад снять кислородную маску без последствий было чем-то нереальным. Многим пациентам, находящимся в красной зоне, без таких масок не обойтись. Кислород تغنج دينا مش تخيطهم حتى شو عطشوا قنشوا دقوا دي كافيت Очень тяжелое состояние я поступила. مصدينا تسخني حداتي Дедина посадили. دينا تسخني Солоерство. Да, хотела. Число заболевших коронавирусом растет с каждым днем, жертв все больше. В инфекционном отделении Малгобекской ЦРБ 140 больных ковидом, 68 человек в кислородных масках, 9 человек в реанимации. Многие больные из-за того, что вовремя не обратились к врачам, запустили свое здоровье, но тем не менее врачи сумели провести необходимое лечение. Мне было очень плохо. Поднималась температура постоянно. Я не кушала ничего дома. Я не хотела ни пить, ни есть. Потом я попала в стационар, и меня здесь врачи подняли на ноги. Сегодня 13-й день. Я кушаю, я пью, я живу, я радуюсь. А пока радоваться остается только тем, кого не коснулась опасная болезнь. Заразившихся коронавирусом становится все больше. Инфекционное отделение в Малгобекской ЦРБ, рассчитанное на 50 коек-мест, не справлялось с потоком пациентов, пока за дело не взялось руководство Ингушетии. С августа этого года по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова психоневрологический диспансер Малгобекской центральной районной больницы был перепрофилирован под инфекционное отделение. В общей сложности здесь доступно более 240 коек для больных коронавирусом. Так называемая четвертая волна вируса никак не уступает первой. Напротив, она, можно сказать, еще суровее, так как в больницу в тяжелом состоянии начали поступать и молодые люди. Ситуация сейчас на данный момент очень тяжелая, потому что поступает очень много больных. И люди молодого возраста очень тяжело, многие болеют, переносят это заболевание. Очень много тяжелых случаев. Даже по сравнению с первой волной можно сравнить, что это почти такое же количество сейчас больных, как и в первую волну. Может быть, потому что люди уже менее ведут себя осторожно, уже многие как бы переболели, но у нас есть случаи и повторного заражения, и с тяжелыми осложнениями, пневмониями. Также здесь есть и своя кислородная станция с необходимым запасом, а потому проблем в этом вопросе у медиков не возникало. С первого дня, как только мы начали работать, у нас был налажен кислород, отделение было перепрофилировано буквально за короткие сроки, и перебоев с кислородом не было ни на минуту. Постоянно обновляются эти кислородные баллоны, так, чтобы кислород задержался и кому-то из-за этого ухудшилось состояние, такого не было. Кислород у нас есть всегда. Он контролируется на уровне правительства. Радует одно: на аппарате ИВЛ пока никто не находится, но тем не менее запущенных случаев в красной зоне хватает. Медики борются за жизнь каждого. Врачи настоятельно просят соблюдать меры предосторожности, пройти вакцинацию и избегать места массового скопления людей. Зелимхан Калоев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.